Театр оперы и балета открыл 21-й международный балетный фестиваль. Он посвящен полувековому юбилею чувашского балета. Как и 50 лет назад на сцене «Жизель». Спектакль обновили и внешне, и внутренне. Восстанавливать хореографию пригласили педагога из Мариинского театра. На премьере накануне вечером побывала моя коллега Ирина Ромадова. Открытие фестиваля всегда праздник. В этот раз он особенный. В честь 50-летия балета Чувашии в театре представили выставку фотографий, отражающих полувековую историю труппы. Первая «Жизель» – народная артистка Чувашии Галина Васильева. В этот вечер ее и других ветеранов сцены чествовали зрители и министр культуры республики. Поздравления прислал даже Николай Зискоридзе, ректор Академии русского балета имени Вагановой, где когда-то учились основатели чувашского балета. В этот вечер партию «Жизели» в одноименном спектакле танцевала приглашенная из Санкт-Петербурга солистка Михайловского театра Сабина Еппарова. Балерина говорит, не могла упустить возможность приехать в Чебоксары. Трудная была ситуация. Я должна была выбрать либо Минск, либо Чебоксары. Но ради «Жизели» я пошла на все, чтобы приехать сюда, станцевать. Для меня этот спектакль просто самый любимый, фантастический спектакль. Партнер балерины – гость из Большого театра Андрей Меркурьев. В паре солисты танцуют впервые, но хореографическая школа у них одна, и артисты вышли на сцену без репетиций. Спектакль не просто обновили, его можно назвать полноценной премьерой. Благодаря новым декорациям и костюмам зрители оказались в старой сказке. С одной стороны, ярко показан контраст между крестьянами и знатными особами, домиком Жизели и замком герцога. С другой стороны, спектакль не выглядит разнородным, он выдержан в одном стиле. Та декорация, которая была, может быть, во-первых, она была сделана для того театра. То есть наш театр когда-то совмещал здание с чувашской драмой. Во-первых, там все меньше по размерам было. Затем, надо сказать, что он не вполне полноценный был в том смысле, что не все кулисы были. Не все кулисы. А здесь спектакль одет полностью. Крест новый, он имеет свое решение, конечно. Дело в том, что он необычный крест, он крутится. «Жизель» появляется не просто из-за кулис. Новые решения есть и в самой постановке. 50 лет назад спектакль привезли из Ленинграда, но за долгое время некоторые нюансы хореографии подзабылись. Восстанавливать балет приехала балетмейстер Мариинского театра Елена Фирсова-Васюкович. Она вернула мизансцены, которые когда-то были вырезаны. Крестьянский танец и вставное ПДД. Зритель не совсем понимал, откуда взялись эти люди, и вдруг они танцуют ПДД, а когда тут история Жизели. А это большая сцена, которая связана со свадьбой, с деревенской свадьбой. И у нас не существовало сцены появления этих крестьян, которые везут тележку, на которой сидят новобрачные. Я у вас первый раз. Я в восторге от всего, что тут происходит. Даниил Салимбаев, он мало того, что прекрасный руководитель, он может людей зажечь своим фанатизмом. Фанатизмом в хорошем смысле слова, да? Поэтому с людьми приятно, очень приятно работать. Премьерным балет «Жизель» стал и для дирижера. Открыл фестиваль Сергей Кис, новый художественный руководитель театра. Не один час он провел в балетных классах, прежде чем начать репетировать с оркестром. Я могу сказать, что даже, наверное, это самое сложное, что есть в театре, это балет. Опера, она связана с тем, чему дирижера учат всю жизнь, с нотами. Надо представлять, что такое голос, но, тем не менее, там есть ноты, которые ты слышишь, и в той или иной мере ты понимаешь, что происходит. А балет – это специфика, связанная с телом, и практически никто из дирижеров никогда не проверял свое тело. Новая «Жизель» стоила тех усилий, которые вложили в подготовку спектакля все работники театра. Постановка останется в репертуаре, только уже не с приглашенными солистами, а со своими. Говорят, готовы чуть ли не 4 состава исполнителей. Ирина Ромадова, Михаил Солин, Виктор Степанов. Вести Чебоксары.